Республиканский детский реабилитационный центр празднует свое 5-летие. В адрес профессионалов, медиков и их подопечных сказано немало теплых слов. Именно здесь в прямом смысле помогают встать на ноги, окрепнуть духом юным созданием с ограниченными возможностями. Мадина Пугоева побывала на праздничном концерте. Танцуют все или как устоять перед зажигательной лезгинкой. Ведь даже инвалидное кресло для этих детей не помеха. Море радости, улыбок и бурных оваций, разве назовешь их ограниченными возможностях. Словно волна заразительного позитива их настроение подпитывает родителей и сотрудников реабилитационного центра. Они смеются, и мы смеемся. Они счастливы, и мы счастливы. Я бы тоже хотела поблагодарить сотрудников центра за их чуткое внимание, за их терпение, потому что действительно требуется очень много терпения. Не все дети простые, не со всеми легко. Им приходится очень тяжело, мы это все понимаем. Поэтому огромное им спасибо от всех родителей. Слова благодарности в адрес сотрудников центра звучат и из уст самих детей. И если людям в белых халатах они желают крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе, то друг другу счастья, а самое главное – здоровья. Я желаю, чтобы те дети, у которых есть ограниченные возможности, чтобы они научились разговаривать, ходить, чтобы они не сдавались, чтобы не унывали и чтобы шли к своей цели. И ведь действительно многие из них сумели достичь высоких результатов. Те, кто еще пару месяцев назад стеснялся заговорить с другими детьми, уже сегодня смело выходят на сцены и поют, правда, на языке жестов. Это уже огромные достижения, считают специалисты центра. Каждый успешно пройденный курс реабилитации – общая победа медицинского персонала. Во время открытия этого центра очень долго мы не могли прийти в себя после их посещения. Долго думали, боже, что мы с ними будем делать? Будет ли положительная динамика? Сможем ли мы им помочь? Первый вопрос это был. Очень долго думали. Мы вместе собирались, врачи совещали, что нам лучше сделать, какой комплекс применить в данном случае. ДЦП хоть и одно заболевание, но у каждого проявляется по-своему. Каждому должен был быть индивидуальный подход к каждому ребенку. Уже 5 лет реабилитационный центр оправдывает надежды и чаяния детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Периодически прием здесь ведут врачи из других стран мира, в том числе и Южной Кореи. Профессионализм и ответственность персонала привлекает маленьких пациентов и из соседних регионов. موتك واشت ياخن حاجة كسكست موتك يشتري موجود حزعبة خاش بيت ما خبيت بوش خانة سيلش خار بيك تسمير صحالخ ماي ستاوروبольский край ориентация تسمير. Водные процедуры, массаж, грязелечение, физиотерапия и китайская медицина. В детском реабилитационном центре оказывают всю необходимую медико-социальную и психолого-педагогическую помощь детям, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии. Но самое главное – это адаптация в общество, поиск новых друзей, приятный и в то же время полезный досуг. В этом преуспевает и народный артист Ингушетии Артур Хулагов, который периодически устраивает для детишек благотворительные концерты. Вот и в этот раз долгожданный гость решил поздравить воспитанников и весь медперсонал с юбилеем, вновь даря маленьким пациентам радость и безграничное счастье. У меня нет такой манеры подразделять детей, какие-то категории, да, там, называть особенных детей или каких-то других детей. Дети, они абсолютно одинаковые. Просто дело в том, что в жизни каждого человека случается некое испытание, может быть, родителям, детям. Поэтому эмоции, знаете, самые положительные. 5 лет для совсем еще молодого коллектива центра только начало. Впереди у врачей не менее сложный, но полный уверенности путь к реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Мадина Пугоева, Магомед Дидигов, Новости 24.